В селе Чурапча произошло массовое отравление шаурмой. По данным Следственного комитета по Республике Саха-Якутия, за медицинской помощью с 26 по 28 июля обратились 18 человек, 8 из них дети. У всех диагноз острая пищевая токсикоинфекция. По информации территориального отделения Роспотребнадзора по Чурапчинскому улусу, пострадавшие отравились в кафе быстрого питания. По факту массового отравления возбуждено уголовное дело. Сегодня улучшение у больных, у всех некоторых легкой степени, некоторых средней степени тяжести. Температура спадает потихоньку. С лекарствами мы обеспечены сегодня. Есть антибиотики, инфузионные растворы, сальмонеллезный бактериофаг. Всем розданы, всем контактным тоже розданы сальмонеллезные бактериофаги. В Москве продолжают выяснять детали страшной находки столичных следователей в одной из квартир на западе столицы. Тело 24-летней девушки было закрыто в чемодане. Мотивом преступления могла стать ревность. Жительница столицы принимала ухаживание сразу от 2 кавалеров. Подробности в следующем репортаже. Она не дожила до своих 25 лет всего несколько дней. Молодая, амбициозная и очень красивая. Знакомые Екатерины Семочкиной, то, что погибла именно она, практически не осталось сомнений. Говорят, вокруг нее всегда было много мужчин, и она любила быть в центре внимания. Начиная с 18 лет, студентка медуниверситета сначала штурмует популярную социальную сеть, в ней она набирает больше 80 тысяч подписчиков, а потом пробует покорить столичные конкурсы красоты. Девушку замечают, и у нее появляются влиятельные ухажеры. На втором курсе Екатерину осыпают дорогими подарками, и она все чаще бывает не на лекциях, а на престижных зарубежных курортах. Вот и несколько дней назад она вернулась с моря, отвезла родителям сувениров, а потом пропала. Найти дочь родители не могли целый день, заволновались и приехали к ней домой, но никто дверь не открыл. На лестничной площадке они провели почти всю субботу. Это безобразие! Взломав дверь в квартиру, сотрудники полиции были шокированы. Тело молодой девушки с перерезанным горлом лежало в чемодане. Последний раз живой Екатерину видели около подъезда. Она заходила в дом после полудня. Это сняли камеры видеонаблюдения. Полицейские говорят, возможно, они зафиксировали и лицо убийцы. За несколько часов следователи опросили всех жителей дома, а также друзей и знакомых Екатерины. Даже успели найти молодого человека девушки. Он сообщил, что последний раз видел ее в пятницу вечером. Они мило поболтали и расстались. После этого она на связь не выходила. Что стало причиной жестокой расправы, пока не могут сказать следователи, но они предполагают, что на преступление неизвестного могла толкнуть ревность. Подруги убитой говорят, что Екатерина предпочла более зрелого и состоятельного кавалера, а другого ухажера это решение вывело из себя. Кирилл Алексеев, новости 360. Поэтому мы снова отправились по музеям. Полиция Кипра отпустила всех израильтян, задержанных 17 июля по подозрению в групповом изнасиловании, и арестовала предполагаемую жертву за дачу ложных показаний. Подробности далее. Громкое дело о групповом изнасиловании на Кипре, вызвавшее в минувшей неделе бурные дискуссии в Израиле, развалилось. В воскресенье полиция острова освободила последних подозреваемых и арестовала предполагаемую жертву по обвинению в даче ложных показаний. 19-летняя британка обратилась в правоохранительные органы 17 июля. Она заявила, что стала жертвой насилия со стороны 12 израильтян в возрасте от 16 до 18 лет. По данным журналистов, молодые люди отдыхали в курортном городе Айя-Напа в одном и том же отеле, известном своими круглосуточными вечеринками у бассейна. Подозреваемых задержали, все они отрицали вину. По их словам, женщина вступила с некоторыми из них в связь по обоюдному согласию, а другие и вовсе не имели к этому никакого отношения. Имена британки и ее предполагаемых насильников не раскрывали. Заседания суда проходили за закрытыми дверями. Дело вызвало бурю обсуждения в израильских СМИ. Родственники и друзья задержанных настаивали на их невиновности. На местных телеканалах выступили многочисленные эксперты, говорившие о проблеме чрезмерного распространения мачизма в стране. Группы помощи жертвам изнасилования поддержали британку. В минувший четверг полиция Кипра отпустила 5 подозреваемых, не найдя никаких вещественных улик против них. У остальных взяли образцы ДНК и конфисковали телефоны. На одном из них нашли видеозапись, которая противоречила словам британки. Когда ее предъявили женщине на допросе, она внезапно изменила показания.
Британка призналась, что все прошло по обоюдному согласию, а в полицию она решила обратиться, разозлившись, что подростки снимали процесс на видео. Теперь ей будет предъявлено обвинение в даче ложных показаний и попытке ввести правоохранительные органы в заблуждение. Остальных задержанных полиция отпустила. Адвокат одного из израильтян заявил, что они собираются подавать против британки иски о компенсации морального ущерба. Это была рубрика «Чрезвычайное происшествие». Берегите себя и до встречи в эфире.